У эфіры праграма «Аб'ектыўна», у якой мы фокусируем аб'ектыў нашай тэлекамеры на актуальнай праблеме, што знаходзіцца на кантролі ўладаў. Спрабуем аб'ектыўна ў ёй разабрацца. Кожны імкнецца купіць якасны тавар, атрымаць якасную паслугу. Заплаціўшы грошы, мы разлічваем на добрасумленнасць вытворцы тавару і прадаўца. Але так бывае не заўсёды. Што рабіць, калі нашы чаканні не адпавядаюць рэчаіснасці? Хто дапамагае абараніць нашы правы як спажыўцоў тавараў і паслуг? Паспрабуем разабрацца аб'ектыўна. Абарона правоў спажыўцоў у эпоху разумных тэхналогій. Пад такім дэвізам сёлета праходзіць Дзень спажыўца. Са з'яўленнем інтэрнэт-тэхналогій сапраўды шмат што змянілася ў розных сферах. Не выключэнне рынак рознічнага гандлю і аказання паслуг. Пры пакупцы тавару онлайн ёсць свае нюансы. Все нормы закона о защите прав потребителей распространяются при приобретении товара дистанционным способом. Но мы должны понимать, что мы говорим о приобретении товара у субъектов хозяйствования, имеющих официально зарегистрированные интернет-магазины. Информация о субъектах, а также о регистрации интернет-магазина в соответствии с требованиями законодательства должна быть размещена на главной странице интернет-магазина. Также на страницах интернет-магазина размещаются сведения об оплате, о возврате товара и иные предусмотренные сведения. На это обязательно потребителям надо обращать внимание. В случае приобретения товара у физических лиц, разместившихся объявления на интернет-площадках, например, Куфорбай, или по объявлениям в соцсетях, а также на интернет-сайтах, не зарегистрированных в национальном сегменте сети интернет, мы не можем говорить о каких-либо правах. Поэтому, совершая такие покупки, потребитель заведомо должен знать, что прав, к сожалению, на защиту он не имеет. В случае выявления нарушений законодательства в сети интернет, устранить которое не представляется возможным, например, физическое лицо является гражданином не Республики Беларусь, или сайт зарегистрирован не в национальном сегменте, доменной зоне БАЙ или БЕЛ, то материалы о выявленных нарушениях государственными органами направляются в Министерство информации для прекращения доступа к данным интернет-ресурсам. Так, например, в 2018 году по инициативе Главного управления торговли и услуг облсполкома был прекращен доступ к сайту, на котором размещалась информация, незаконная информация о предоставлении денег в долг. Да, бывают случаи, что потребитель заказывает товар через интернет-магазин, однако качеством его недоволен. Правила такие же, как приобретение товара в розничном торговом объекте. Потребителю необходимо связаться с продавцом, также написать письменную претензию, которая изложить все интересующие вопросы, на что продавец должен дать полный и объективный ответ со ссылками на нормы действующего законодательства. Как правило, такие обращения направляются по месту государственной регистрации субъекта хозяйствования. Пример был у нас: потребитель купил посадочный материал и был им недоволен, что пришел сухой, некачественный материал, обратился к нам. Мы посоветовали ему непосредственно обратиться к продавцу, написать претензию, изложить все интересующие вопросы. Насколько я знаю, дело закончилось тем, что продавец пошел навстречу потребителю и вернул уплаченные им деньги. Ці купляеце вы тавары ў інтэрнэт-крамах, запыталі мы ў жыхароў Віцебска. Нет, как-то не привыкшие уже наше поколение, пользуемся тем, что видим. Практически всегда отдаю предпочтение покупкам в интернете в том случае, когда фактор цены меня устраивает. Белорусские интернет-магазины, в общем-то, я с ними имею дело в основном. Никаких претензий, в общем-то, никогда у меня с ними не возникало. Гибко реагируют на любые пожелания и, в общем-то, всегда на контакте, поэтому ничего негативного сказать не могу в этом плане. Если мне это не срочно, если мне просто нужен этот продукт и не обязательно сейчас, то я предпочту заказать в интернете, потому что это будет дешевле, но дольше будет идти. Они рекламируют очень хорошо. А когда получаешь покупку, несколько не то, что хотелось бы. В интернете я могу найти одежду, у меня такой стиль неординарный. То есть на рынке я такого найти не могу. А где-то в интернете там они продают какие-то одежду из других стран, то есть я там могу что-то найти по своему вкусу. Я всегда выбор сделаю приобретению товара в интернете.
чем буду ходить, искать, тратить свое время. Если нет возможности выйти из дома, если какие-то затруднения, либо кто-то заболел, вот, тогда онлайн-покупки совершаются. Это в основном продукты, да? Да, это в основном продукты, это не товары, не промышленные товары. У кожным горадзе, раёне вобласці, пры райвыканкамах працуюць упаўнаважаныя па правах спажыўцоў. Менавіта да іх неабходна звяртацца, калі у вас узнікла спрэчная ситуация с продавцом або субъектом оказания послуг. Задача уполномоченного по защите прав потребителей – разъяснить права, способы защиты, при необходимости оказать помощь в составлении претензий и искового заявления в суд. В 2018 году уполномоченным по защите прав потребителей в сфере торговли и услуг рассмотрено 345 обращений потребителей. По фактам выявленных нарушений составлено 12 предписаний. В досудебном порядке возвращено товаров на сумму 11 800 рублей. Жыхары Віцебска могуць звярнуцца за кансультацыяй ва ўпраўленне паслуг гарвыканкама. Вас выслухаюць у першы і трэці аўторак месяца з 8 до 11 гадзін або ў другі і чацвёрты чацвер з 14 до 17 гадзін. В 2018 году управлением рассмотрено 241 обращение граждан по вопросам защиты прав потребителей. Также проведено 44 приема граждан. На данных приемах принято 221 человек. Как показывает анализ обращений граждан, наиболее обсуждаемые вопросы являются такие, как качество товара, качество оказанной услуги, а также сроки выполненной работы. При поступлении обращения гражданина в управлении торговли и услуг специалистом оно подробно рассматривается, при необходимости направляются запросы субъектам хозяйствования, изучаются все детали. При обнаружении в ходе рассмотрения обращения граждан допущенных субъектом хозяйствования нарушения законных прав потребителя в адрес субъекта хозяйствования Витебским горосполкомом направляется предписание о защите прав потребителей. В случае, если субъект хозяйствования не устраняет нарушение прав потребителей, то Витебский горосполком может в интересах потребителя обратиться в суд. Да рэчы, за мінулы год толькі ў 2 выпадках справу прыйшлося даводзіць да суда. Часцей за ўсё дастаткова правільна складзенай прэтэнзіі ў адрас прадаўца або пастаўшчыка паслуг. Вось адзін з выпадкаў, калі зварот да ўпаўнаважанага па правах спажыўцоў дапамог вырашыць спрэчную сітуацыю. Сям'я з Віцебска заказала ў адной з мясцовых кампаній па ўстаноўцы пластыкавых вокнаў балконны блок. Але ручка дзвярэй, на думку заказчыка, аказалася мала што нязручная, а нават траўманебяспечная. На першы зварот Валянціны Грачухінай фірма, што ўстанаўлівала блок, адказала, што ўсе работы праведзены па тэхналогіі. Гаспадыня не стала мірыцца з сітуацыяй і звярнулася ва ўпраўленне гандлю і паслуг Віцебскага гарвыканкама. Там яна атрымала кваліфікаваную кансультацыю і з дапамогай спецыяліста склала прэтэнзію. Наступным крокам мог быць зварот у суд. Але паўторны, юрыдычна правільна аформлены пісьмовы зварот у офіс фірмы прынёс станоўчы эфект. Спецыялісты кампаніі па ўстаноўцы пластыкавых вокнаў пайшлі насустрач і пераўстанавілі механізм з улікам пажаданняў кліента. Яшчэ адна праблема, якую адзначаюць упаўнаважаныя па правах спажыўцоў, няўважлівасць пакупнікоў пры ажыццяўленні здзелак на так званых прэзентацыйных распродажах. Фірмы, што займаюцца такога кшталту дзейнасцю, закон не парушаюць. Звычайна з кліентам падпісваецца дамова на набыццё тавару, аднак тут ёсць нюансы. Як мінімум, трэба ўважліва чытаць дагавор. Няблага спачатку параўнаць цэны на аналагічную прадукцыю ў іншых прадаўцоў, праверыць наяўнасць гарантыі, упэўніцца, што ў выпадку спрэчнай сітуацыі тавар можна вярнуць, і пры гэтым яго не трэба будзе везці куды-небудзь за 500 кіламетраў. В последнее время участились случаи продажи потребителям дорогостоящих товаров в рассрочку на различных презентациях. Покупатели под влиянием проведенных рекламных мероприятий совершают необдуманные поступки, заключают договор на достаточно серьезные суммы. Естественно, согласно законодательству, в течение 14 дней они имеют право расторгнуть договор. Однако, прочитав договор более внимательно,
Выясняется, что возврат товара осуществляется в месте, назначенном продавцом. В данном случае фирма работает из Бреста, из Гродно, и поэтому, к сожалению, для возврата товара потребитель должен нести дополнительные расходы, если он хочет расторгнуть договор. Поэтому обращаю еще раз внимание наших потребителей, будьте внимательны, читайте договор и только после этого его подписывайте. Закон аб правах спажыўцоў пастаянна ўдасканальваецца. Вось і апошнія змяненні ўступілі ў сілу літаральна напрыканцы мінулага года, з 23 снежня. В первую очередь изменился порядок возврата товара надлежащего качества. Появилось требование, обязательно товар должен быть возвращен в упаковке, в которой он был продан. Также стоит обратить внимание на то, что законодательно закрепили право потребителя на возврат денежных средств без предъявления паспорта и иного документа, подтверждающего личность. Данный вопрос вызывал много нареканий со стороны потребителей, ну и теперь урегулирован. Кроме того, можно обратить внимание на обновленные требования по порядку возврата денежных средств за дорогостоящий и сложный технический товар в течение 30 дней. Требования по возврату или замене можно предъявить только в случае наличия существенных недостатков в товаре, а также в случае изменения сроков, удовлетворения не в срок, требования по безвозмездному устранению недостатков. Віцебскі універмаг – адзін са старэйшых гандлёвых аб'ектаў в обласці. Абароне правоў спажыўцоў тут асаблівая ўвага. Для пакупнікоў арганізаваны інфармацыйныя стэнды, да любога прадаўца можна звярнуцца за тлумачэннямі тых ці іншых нюансаў заканадаўства. У нас есть сайт предприятия, есть группа ВКонтакте и в Одноклассниках, где мы даем полную информацию по нашим скидкам. Скидки у нас реальные, потому что там указывается именно размер скидок согласно закону, опять же, закона о защите прав потребителей, там, где он указывается в процентном отношении или указывается две цены, старая цена и новая цена. Вот, дается информация по ассортименту товаров, на который предоставляется скидка. Там же также предоставляется информация о единых днях скидок, которые в универмагах проводятся. Вот. Ну и есть у нас на сайте новости, в которых тоже можно получить информацию о всех изменениях наших локальных документов, которые касаются и положения о дисконтных картах, и положения о подарочных сертификатах. Как только у нас выходят новые какие-то локальные документы, мы все размещаем в новостях на сайте. Ці сутыкаліся вы з пакупкай неякаснага тавару або атрыманнем неякаснай паслугі? Яшчэ одно пытанне, з якім мы на гэты раз звярнуліся да выпадковых рэспандэнтаў. Во-первых, когда приобретаешь какой-либо товар, обязательно брать чек, чтобы у тебя было подтверждение твоей покупки. В случае, если товар некачественный, в течение 14 дней мы можем обратиться за возвратом. В принципе, 14 дней, если я не ошибаюсь, то даже если этот товар качественный, мы можем его вернуть. Но подходить с паспортом и с чеком к продавцу, они все оформят. Это была рыба, которая была замороженная, потом через несколько дней разморозилась, и она оказалась непригодна к употреблению. Ну, уже было поздно что-то предпринимать. Очень часто. Очень Что часто. вы делаете в таких случаях? Ну, так, прежде чем трепать себе нервы, лучше оставить их и все. Потому что это бесполезно ходить и чего-то добиваться. Не приходилось. Я никогда не покупаю товар по акции. Это я вам честно скажу. Я всегда покупаю без всяких этих... На дешевый товар я никогда не обращаю внимания. Я в своем роде человек не конфликтный, поэтому я никуда не обращался, просто жаловался сам себе, что товар некачественный оказался. Ну, а если это услуга, то высказывал тому, кто оказывал эту услугу. Все зависит от того, насколько далеко со мной товар этот уехал. Если он недалеко, скажем так, то, конечно, я могу отнести его в магазин и предъявить определенные претензии. А если я с ним уехал куда-нибудь далеко, ну, в общем-то, приходится просто выругаться и забыть об этом. Ну, не сталкивалась. Прямо мне в этом плане везет. На сайце тэлерадыёкампаніі Віцебск vtv.by змешчана наша традыцыйнае апытанне па тэме праграмы. На мінулым тыдні гаворка ішла пра своечасовасць выплаты зарплат. Вынікі галасавання на вашых экранах. Прапановы па тэме перадачы можна даслаць на наш электронны адрас. Гэта была праграма «Аб'ектыўна», у якой мы спрабуем разабрацца ў праблеме аб'ектыўна. Бывайце здаровыя!